Гойсо. Все, Инзго. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Алейкум салам. Маштоль. Алейкум салам. Чино, Машал Хиль из Багдада. Вот сейчас 10 минут мы будем опять приветствовать друг друга. Масерга, Машал Душик, салам, Машал Душик. В прошлый раз там по техническим вопросам гость был у меня, поэтому не получилось провести стрим. Поэтому приношу извинения. Когда провожу, будет всегда анонс. Всегда заранее я стараюсь всегда вывешивать анонс, поэтому извините. Так, Айсман. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Машур ассалам. Дейри салам машур. Инстаграм чухох. Ядзинер соларон насчет того, как двоюродного брата увезли по непонятным причинам. Дейри салам машур. Ну, подробно худу. Ашади гезда. Ой. Ахьяти. Дакайки дук ук. Преступление. Скрытый и тысячу. Ниц коуч. Дакайку из. Машур Асамбеки. Леди 97. 1974. Машал Хиль. Салам Абхазия. Салам Казахстан. Конул Языр. Давид Крикеров. Всем салам. Всех приветствую. Всех приветствую. Хусейн Дурдалейт. Дурдалейт, Бог цахирду. Так. Я писала, Аслан говорит, леди. Ага, Айсман говорит, такая же история, как по Аюба Титиева. Подкинул наркотики, а мой двоюродный брат никогда даже в руках сигарету не брал. Иглс 06, ассаламу алейкум из Ингушетии. Ва алейкум салам, Иглс. Так, салам из Киева, салам, Сергей Гектор. Анна Александриди, от меня салам, Анна. Войнах, ассаламу алейкум салам. Есть какая-нибудь новость? Deutschland Live спрашивает. Да, новость, каждый день есть. Сейчас обсудим. Я знаете, что хотел бы обсудить новости-то? Разные есть. Сегодня взрыв произошел какой-то где хранится бактериологическое оружие у России. Может быть, списали так, для готовящейся войны. Может, списали, может, на самом деле взрыв был. Так, есть ситуация по мэра Аргуна, которого очень сильно избили, говорят. О его судьбе пока общественности неизвестно. Охрану отпустили. Мэр Аргуна — это такой человек, который рядом постоянно с этим был. Показывали, он рядом с Кадыровым находился. Вот его забрали и побили. Видимо, чего-то не поделили. Так, ставим лайки. Так, я хотел бы рассказать по поводу событий, которые у нас тут в Гамбурге происходят. Когда мы были на марше за верховенство права и справедливости 31
августа была премьера в Гамбургском театре. Называется «Дикация ундер генерал». Это «Кошка и генерал» по пьесе, по рассказу грузинской этой писательницы Нино Хараташвили поставлен спектакль. Ситуация там развивается таким образом. Русские военные бандформирования, вооруженные бандформирования находятся на нашей территории и захватывают девушку, которая там продает курицу, зарабатывает себе на жизнь. Они похищают эту девушку, убивают, пытают ее, там творят всякие бесчинства и убивают ее. И вот дальнейшая судьба этих убийц, до самого этого убийства, похищения этой девушки, очень напоминала ситуацию с Эльзой Кунгаевой и вот этого русского героя Буданова, полковника Буданова, которому поставлен обелиск в Москве, да, хотя известно, какой это был преступник, какой мерзавец был. Очень понравилась вот эта сцена. Я, к своему сожалению, немецкий знаю очень-очень плохо, но при всем при этом я кое-что понимал, и происходящее на сцене было очень интересно. Эта премьера состоялась именно тогда, когда мы шли на марш за верховенство права и справедливости. И я рассказал про марш наш, рассказал, вот мы как раз требовали права, и вы вот про наше преступление, которое нам говорите. И это очень, они очень хорошо знакомы, вся труппа, мы после спектакля встретились, нас было тоже много человек. Зашли, там в кафе, посидели, и очень много у них вопросов было, и они были в теме. Не полностью, конечно, но очень хорошо разбирались в некоторых вещах. Мы чуть-чуть им еще раскрыли глаза на некоторые вещи. И вот очень плодотворно поработаем. Мы сказали, что наш премьер-министр Ахмед Закаев в прошлом был актером и выступал в Грозненском театре. И что вот разных профессий с нами были люди, которые приложили много усилий для защиты своей страны. Да? И разных профессий все люди, да? Абсолютно не военных профессий. Очень понравилось. Обещали вот этот немецкий перевести на немецкий спектакль на русский язык. Мы тоже будем в этом помогать. Они просили, чтобы мы с ними сотрудничали, чтобы, очень интересует наш вопрос. Простые люди, всех касается, да. Убийство Зелимхана Хангашвили обсуждали. Тоже, что вот в их стране произошло убийство. Короче говоря, было очень интересно, и всем советую. Вот у меня сзади написано «Декация он генерал». Это центральный театр. Можно туда сходить, если кто хочет. Это будет очень интересно. И когда он будет еще с титрами на русском языке, это будет еще интереснее. Тем, кто не знает, там, например, таким, как я, будет очень интересно. Информационное вот это замалчивание этой проблемы потихоньку нарушается. Все равно нельзя, это люди работают не на счет правительства, да, это абсолютно
абсолютно независимые люди, творческие люди, которые сами по своей инициативе, мы с режиссером, с драматургом, со всеми общались, и им было все это очень интересно. Они долго готовили, и поэтому не во время марша они резко вышли. Это было да, до этого нашего марша они готовились. 3,5 часа идет спектакль. Тяжелый, сложный, но очень интересный. Так что вот так вот. Советую всем сходить на этот театр. На этот. Короче, я с вами вот тут рассказываю вам театр. Уже 10 минут. Но вы тут обсуждаете все, что угодно, кроме театра. Хорошо тогда. Аслан, Леон Воронов. Аслан, почему, когда я общаюсь с молодыми людьми из Чечни и Дагестана, они равнодушны к судьбе своей родины Ичкерии, и многие даже поддерживают Кадырова? В чем причина такого мышления? Ну, вы общаетесь или с молодыми людьми, или просто с людьми, которые вам мало доверяют. И уже как принято, даже если не поддерживают, да, Кадыров молодец. Ну, конечно, он же построил там мечеть там, и такого плана. Поэтому далеко не все поддерживают, особенно люди, которые чуть-чуть имеют желание разобраться. Даже из тех, у кого работают родственники в этих структурах. Так. Миша Мансуров. Зеленский вроде говорил, что всем, кто в Украине воюет, выдадут паспорта. Чеченцы паспорта получили. Некоторые получили, некоторые пока еще нет. Так. Интересно, куда он убежал. Да, убежал ли? Айсман, я по 2 раза в день пересматриваю то видео у тебя, где ты жрашь салты разговариваешь. Мадит дуина уаст, говорит. Да, нет, на самом деле это не глупый парень был. Если заметили, он очень тонко пытался узнать, кто я, что я. Не, абсолютно не глупый человек был. И вообще на войне, прожить столько лет на войне среди этой системы и остаться в живых, даже вот с его сержантом или старшина, это надо все-таки иметь немного мозгов, чтобы выжить. Но у него просто слабая аргументация была. Очень сложно было. Ну, нельзя же вот абсолютно черное доказывать, что белое. И Ельцин проблем. Больше у него проблем не было. Так что парень был не глупый, но выживающий. Да? И что, да. Так, поехали дальше. Раш Салты, мне вот сейчас кто-то вопрос задал. Раш Салты это пехотинец. У меня здесь есть, сам на канале есть, оно больше всего просмотров там. 330 тысяч, по-моему, просмотров это видео. Чеченец и кадыровец, там, чат-рулетка, по-моему, так называется. Так, Вильпес Инкульта, я бы сходил в театр, Асан, особенно если такой спектакль. Да, я в театре был, наверное, со школы я, может в Питере еще пару раз ходил. И очень было интересно сходить, и реально это то, что мы никогда не забудем. Грузин канала, немцы сделали вот этот спектакль о нашей беде. И мы не можем сами забывать то, что над нами произошло. То, что вот там они показывают, это один случай. Таких случаев десятки, если не сотни тысяч. Так что вот так вот. Поэтому надо сходить и показать наше понимание. Зал был забит, это невероятно, и было интересно наблюдать. Весь зал забит, люди обсуждают, люди понимают. Я 2 дня туда ходил подряд. Оба раза зал был забит.
Поэтому я думаю, сходить надо обязательно. Так, как найти салам алейкум, ассалам и масарга, ва алейкум салам, масарга, Милан Бек, масарга, ва алейкум салам. Так, Эд Мамедов, приветствую, Эд, спасибо за донат, как всегда, без вопроса. Виктор Цой, Аслан, салам из Казахстана, у меня много плохого было, я, наверное, плохо только жизнь. Ничего не понял. Миланбек, как ты думаешь, Аслан? Не знаю я абсолютно. Прошу вообще не произносить это. Мне как-то все равно. Аслан, то ли у тебя, то ли у меня проблемы с инетом. Может быть, может быть. Андрей Малашицкий, привет из Беларуси. Привет, Беларусь. Deutschland, Аслан, инет у тебя зависает. Да, мне, конечно, не зависает. Я смотрю тут. Вроде не зависает. Ну, посмотрим. Так. Ричард Сваровский. Про Бурятию спрашивает. Сити, Россия. Аслан, инет тебя зависает. Сити, Россия, про Бурятию. Ну, не знаете, про Россию особо говорить там, внутреннее дело России, да, конечно, я слежу, мне многие вещи как бы знакомы, но при всем при этом, что вышли люди требуют там допустить депутатов, да, в Бурятии, там, или чтобы там не обворовывали их. Рыба гниет с головы. Вся проблема Путин. Пока в России не будут говорить Путин и ФСБ, все остальное серьезным даже кажется. Вся проблема в том, что, да, конечно, от снизов начинает где-то раскачивать там и так далее. Но сперва надо оценить цель, да, главная цель. Главная цель это преступный путинский режим и КГБ. А остальное это уже дело третье, десятое, двадцатое. Можно жить и с умеренной коррупцией, но когда есть у тебя права. И многие страны имеют, хотя коррупция потом порождает нарушение прав, но опять же, с умеренной коррупцией многие государства существуют и ничего. А то, что там вышли, пускай уходят, разгонят их. Вышли буряты, вышли ингуши, вышли там дальнобойщики, вышли там москвичи. И они все раздельно. Бурят, он нацмен, он русским, мало русских его поддержит. Там ингуш тоже там нацмен, тоже там мало кто поддержит. А когда русские выходят, их мало нацменов поддерживают, там, так называемых нацменов, это, конечно, оскорбительно. Но это никто не хочет поддерживать русских, а русские не хотят поддерживать эти, массово имеется в виду порядке. Поэтому Россию будут, вот эта оккупационная путинская хунта будет бить то русских, то бурят, то ингушей, то чеченцев, кто им там достается, всем будут бить. Поэтому про Бурятию что скажешь? Там я видел одну картинку, в Москве митинг разгоняет, и Тимур Олевский есть такой. Он часто в Мосгорсуде в Москве ошивался от радио «Свободы» и там интересовался там разными чеченскими, кавказскими уголовными делами, которые возбуждала его преступная страна. И там на радио «Свободы» он там тусовался. И потом резко оказался на американской, не на радио, а на «Эхо Свободы». Такой весь уважаемый какой-то журналист там и так далее. Я бы внимательно посмотрел бы к таким фигурам, вроде Тимура Олевского и других там журналистов, чтобы такие, у него как-то было, что он, когда было покушение в Солсбери на Скрипалей, он пытался, там прямо это и говорил, что хочет найти оправдание этим спецслужбам. Главным убийцам на этой земле он пытается найти оправдание, да, как-то хочет их с хорошей стороны показать. Поэтому надо заниматься информационным освещением всего, что происходит.
И вот как раз об этом Руслан Волков говорит, было бы очень полезно, если бы чеченцы вели стримы о ситуации в Чечне, как и вы, на языках европейских народов. Чеченский народ мог бы получить мощную поддержку в проведении международного суда. Да, конечно, нам вот обязательно нужно, чтобы у нас говорили на английском, немецком, французском и других языках. Было бы очень хорошо, если бы наши молодые ребята... Вот знаете, что я хотел бы вот сказать? Вот у нас есть на чеченском языке радио «Свобода». Радио, я смотрю, есть на украинском языке. Да, может, это не надо говорить там в эфире, там все такое, так как реально там есть и хорошая работа на радио «Свобода». Но мне, например, не нравится, что на радио Машу на чеченском языке, радио «Свобода», что они называют нас сепаратистами. Вот я не знаю, кто это у них там пишет, слово это сепаратисты, но я бы хотел обратиться, смысл термина сепаратизм, знаете, это с какого перепуга мы сепаратисты? Мы отделялись от чего-то цельного, мы выходили из Российской Федерации, мы вышли, соблюдая все юридические и российские, и советские, и международные нормы из Советского Союза. Хотя, опять же, мы не должны были даже их соблюдать, потому что у нас не было договора, что мы вошли когда-то в состав России. Мы были, не подписал мирного договора оккупированной территории. Вывели войска, все, мы уже автоматически свободны. Но мы соблюли. И нам там пишут на радио Маш, пишут сепаратисты. Что это значит сепаратисты? Сепаратизм, отделение от чего-то цельного. Мы никогда не были русским народом, частью русского, советского даже. Тем более российского народа, Российской Федерации. Мы в 90-м году вышли еще из РСФСР и являлись в 91-м уже независимым государством. На 1,5 года раньше, приняв Конституцию Российской Федерации. Они ее приняли в 92-м, мы в 92-м, они ее в 93-м. Ну, смотришь на украинский, то же самое. Радио Донбасс, по-моему, называется, да? Ну, просто глаз радуется, слух радуется, смотришь, как они прямо, четко вещи называют свои имена. Наши, конечно, есть там и конкретно хорошо все что-то делается, но вот эти вещи, я не думаю, что люди не понимают, что это такое. Все прекрасно, кто работает, понимает это. Поэтому хотелось бы, чтобы наши работали очень, ну, если мы критикуем всех, а мы критикуем, раз пошла такая тема, как говорится, есть такой канал Ост-Вест здесь в Германии. Ост-Вест неоднократно перевирал, недостоверной давал информацию, ни разу не извинился, ни разу. Один раз, когда уже я его вынудил, они изменили название. Я сделал скриншоты и того названия, что они там называли там чеченского террористом, уроженца Башкирии, который по национальности дагестанец, они его называли уроженцем Чечни. И много раз замечены за такие исламофобские, античеченские такие выпады за этим Ост-Вестом. И нет сомнения, что это там может не все, но люди там непредельно честной совестью и репутацией там работают, скажем так. И нет сомнений, что работают, работают на гибню, кровавую гибню. Так вот, вот этот Ост-Вест канал в прямом эфире показывал вот это выступление вот этого преступника Владимира Путина, который незаконно захватил власть в России. Прямой эфир был, 2 часа, по-моему, вот этого болтовня идет, тоже как здесь режиссированный спектакль, прямая линия с Владимиром Путиным называется, по-моему. И они в прямом эфире показывают такое дело тут. Ну, это тут уже в наглую, да, показывают. Потом произошло убийство Зелимхана Хангашвили. Ну, такие
такие разговоры, что это может быть сразу вброс про исламиста, но это не на Ост-Весте, на других, что Хангашвили был исламистом, что абсолютная неправда. И потом рассказывают, что может быть другие версии, третьи версии. Сейчас замолчали, вот не говорят, что волна, всем известна Deutsche Welle, которая является, там у них есть некоторые журналистские на русской редакции. Но пронизано, мне кажется, вот это все русским миром, вот этим русским фашизмом. Она это там пронизано просто проходит. И тоже есть информация, собирается по ним информация, как они себе подают информацию. Абсолютно тенденциозно, абсолютно привзято, но иногда пытаются соблюдать, потому что мы-то наблюдаем, и мы спуску не даем. Но все равно пытаются забросить такую информацию. Да. То, что у них творится под видео, какие там русские люди, русские человеки пишут комментарии про чурок, про там и так далее, это в порядке вещей у них там. И никто даже не, они могли просто взять свои комментарии, показать, что говорят русские о нерусских, да, о немцах, о чеченцах, об дагестанцах, обо всех. Так что очень, очень показательно. Будем их всех называть, да, будем всегда напоминать, что есть такие вот ребята у нас. Эд Мамедов, Асан, как ты думаешь, зачем все это системе и Путину? Деньги и власть, Эд. Основной мотиватор, основной двигатель всего этого – деньги и власть. Этим людям интересно, вот, это не один же Путин, там же система Путина, миллионная армия стукачей. Эти стукачи, некоторые вот эти, они до того бывают, жаждут этих денег, потому что они за деньги продают свою душу дьяволу. Даже эти КГБшникам уже ничего делать не надо. Они сами пашут, добывают информацию, стравливают. Чем больше подрастает этот агент, да, он тем больше там наводит разных там свои эти способы изобретает отъема денег и деньги и власть, я вот хочу сказать. Что движет путинской системой, это жажда власти и жажда денег. И отступить нельзя. Это не надо забывать, что ФСБ это не только та, которая в 99 году и до этого первую русско-чеченскую войну начали именно вот это КГБ. Помните, начальник ФСБ Московской области Севастьянов, он начинал первую войну, он там провалился, первый вот этот вход 26 августа под командованием, под руководством вот этого Севастьянова было. И это все делало ФСБ, и Ельцин был под контролем там, и делал то, что хотел, то, что от него хотело КГБ, тогда ФСК это называлось. Потом позже они как обанкротившую фирму переименовали в ФСБ. КГБ они переименовали в ФСК. Ну и так раньше у них всегда было. Они совершают массовые убийства, преступления и меняют вывеску, как обанкротившаяся фирма. И все. Вот они занимаются вот сохранением своей власти, потому что я начал с того, что они не только там начали эту войну, там в 99-м взорвали своих же русских граждан, 307 русских убито, в основном женщины и дети, которые среди этих погибших. Они до этого убили эта же организация КГБ, НКВД, ЧК, это одна и та же организация, одна система, одно учебное заведение, одни учебники, по которым они учатся, одни и те же генералы, которые взращивают новых этих убийц. Они убили десятки миллионов человек в своей же стране. Они развязывают во всем мире. Это самая страшная и грязная организация, которая существовала за всю историю человечества. Нету ни одной, назовите хоть одну.
И вот Руслан Волков тут пишет, имперская болезнь– это чума, получившая в наше время название «Русский мир». И вот эта организация использует эти чувства русских, вот эта имперская болезнь. А имперство– это, значит, империалист– это по факту фашист. Этот человек говорит, что ты должен говорить на моем языке, твоя земля должна принадлежать мне, твои недра должны принадлежать мне, людей захватывать там в армию, собирать там женщин, там, рабыни забирать, и так еще с древних времен. Эти империалисты, имперцы, имперсты, самые настоящие, это фашисты. Имперцы им нравится, это самый настоящий фашизм. Другого просто не существует. Тем более русский империализм, это самый настоящий рашизм. Это фашизм. И вот эта группа НКВД, КГБ, они, зная свой народ, который так воспитан на это, они используют, вот вы великий. О чем мечтает раб? Раб мечтает не о свободе, а иметь своих рабов. Вот точно так же российское общество со времен было всегда, кто угодно. Они их завоевывают, что да, мы рабы, но теперь и вы тоже рабы, мы сделали вас рабами. И те преступления, которые вот в этом спектакле говорятся, которое совершено над чеченской девушкой, там, молодой девушкой, таких преступлений было тысячи, если не десятки тысяч. На место дислокации Будановской, этой воинской части, нашли 7 трупов женщин. Об этом в деле не говорится. В деле один солдат в допросе Будановской, на допросе ему говорят, задают вопросы и на суде, и он говорит, я сказал там своему сослуживцу, опять командир бабу привез. Опять это, значит, как минимум, это второй раз. А на самом деле нашли 6 или 7 трупов. Вот какие зверства творил русский герой, русский офицер. И солдаты это видели, и руководство Владимира, преступник Шаманов это видел. Об этом все знали. Вот как они живут. И вот та безграничная власть над человеком, которая им дается, они знают, кто они рабы по факту. И вот, а солдат это двойной раб, да, особенно в российской армии. Это человек, который живет по уставу, а в России у этого солдата нету вообще никаких прав. Это самое униженное существо, потом он дорастает и начинает унижать уже, которые идут вслед за ним. И у них появляется власть над людьми, над честными, цивилизованными, открытыми людьми, которые живут в своем обществе, которые живут по чести, по совести, которые не врут, не пьют, в таком количестве и так далее. И попадается ему молодая девушка, он ее убивает, делает, что хочет, закапывает, и всех это устраивает. Вот с чем мы имеем дело. И вот эти дела, которые мы подали в Гаагу, это и есть вот эти дела. Не только личное убийство, массовые бомбардировки. В Первую войну у нас там, в нашем населенном пункте, откуда мой отец мы родом, в Катыр-Юрте, самолет просто пролетал и сбросил бомбу в самом центре, убил 9 человек. Я знал одного парня, который там погиб. И таких просто так киевские. И вот сейчас во Вторую войну военный преступник Шаманов что творил. Все это всем известно. Русский мир это фашизм. И с этим надо бороться. Хотят люди с этим бороться, не хотят. Но всем с этим придется столкнуться. Куда дотянутся их руки. Так. Ассаламу алейкум. UFC, ТМ, ПЛ, ММ. Ассаламу алейкум. Я жил в Германии, уехал до окончания процесса. Я хочу вернуться сейчас. Стоит, не стоит вернуться? Будут ли они дело мое вести дальше? Ва алейкум салам. Я не знаю, если по каким основаниям ты уехал, если ты находишься на территории временно оккупированной Ичкерии или в России, то значит тебе не грозила опасность, наверное, может тебе могут тут отказать. Здесь очень все сложно.
Здесь очень все сложно. Убили Зелимхана Хангашвили и нет должной реакции. Нету реакции немецких властей. Просто хотелось бы понять, как собираются вести дела с человеком, который на их территории убивает человека, только чтобы запугать Ангелу Меркель. Другого убийства, другого объяснения. Ну, своего врага, ну, как быстренько организовывают убийство и подготавливают, в случае чего, нанести удар. Поэтому здесь очень все сложно. Шелдон, я лично из-за этих слов, что ты сепаратист, я не слушаю радио Маршал, говорит Шелдон. Да, я уже несколько раз это видел. 2 раза точно я видел вот это слово сепаратист. Что это значит сепаратист? К чему это они приплели? Там чисто из недр КГБ вышедшая пропаганда, которая просто миллион раз повторена. Но мы-то не можем повторять все, что они говорят. Я не знаю, почему они это делают. Чечня не Россия. Deutsche Welle это 100% пропутинский. Да, там есть объективный журналист, один я, по-моему, знаю, но не знаю, насколько он там роль играет. Там роль играет даже тех, кого мы не видим, там редактора какие-нибудь, кто там финансирует все это дело. Так. Ассаламу алейкум, братья, говорит лунный свет, ва алейкум салам. Хамзат Кила, Асан, что думаешь о нападении на Саудовскую Аравию? Хамзат Кила, я не знаю на самом деле, что там было. Я читал, что этот Трамп сказал, что-то ответит. Не знаю, что там. Рамидзон Крузон. Нужен человек 10, как Асан, чтобы распространять эту правду про Россию и Чечню. Кто как виновен. Знаешь, как говорят Рамидзон Крузон? Предлагаешь, действуй. Как найти? Который говорил на программе «Свобода слова» ночью перед штурмом Норд-Оста, что нужно договариваться с захватившими этот театр. Ну, это, наверное, откуда-то идет. Так. Машволь, Асан, Фри Чечен, Худешуо, Маршал Хиль, Фри Чечен, Умдешуац, Умдешу, Умашу. Алекс Магер, Аслан, да, это Гоэль, интервью с Ильясом Ахмадовым будет, было бы интересно послушать его, Барков. Да, я спрошу его, обязательно спрошу, если он захочет, сделаем, конечно. С Амином будет скоро сейчас интервью у нас, сейчас на днях мы с ним запишем интервью и будем добиваться привлечения к военно-политическому руководству силы России к ответственности. Как найти? Муслим Чуберовский правильно сказал, не помню точно, но смысл. За одну слезу ногчинан дельк халаски дадизештер. Так. New Horizons. Русская армия самая сильная в мире против мирно безоружных жителей. Доказано со времен Афганистана. Да. Чечня не Россия. Немцы хури акции хренох чьё. Да, ну, Гойон даже от Суманты Абарт Ботика и такой. Мы наши вышли в Берлине перед российским бандпритоном протестовать. И вместо того, чтобы все вместе разом выйти, начали, мол, мы пойдем там туда, мы пойдем сюда, короче. Какие-то долждаться. Так. Фриччен, Аслан, Германия на данный момент боится Российской Федерации, и поэтому они молчат. Обычно, когда им невыгодно, Европа молчит. Они молчали, когда убивали нас сотнями. От лицемеров не стоит ждать искренности. Нет, почему же искренности тут есть? Вот, например, вчера мы общались с
режиссерами, с драматургами, там, с этими людьми, там были искренние люди. А здесь в политике на самом деле есть такие разные люди и из искусства, и из бизнеса, и из там, науки люди есть. И как бы искренние, да, есть, и подлецы есть, и неискренние есть, как и везде, как и в нашем обществе, как в любом обществе. Но у нас нет варианта ничего не делать. Вот в чем проблема. Если ничего не делать, то ничего не происходит. Да? Мы должны доносить все время, везде. Абсолютно важно каждый человек, и это безопасно. Ты, если, особенно если ты владеешь их языками, тут ты можешь ходить там, везде говорить об этом. Не пускай иногда посчитают, что мы немного там сумасшедшие. Но если мы четко, грамотно доносим, у нас есть все основания, и здесь очень важна юридическая составляющая вопроса. Если мы говорим, что мы подали в суд, что у нас вот есть доказательная база там, и так далее, люди очень серьезно к этому относятся. Это очень, на самом деле это очень серьезно, очень серьезно. Мы призываем к ответу самое грязное, преступное образование за самые тяжкие преступления, которые не имеют срока давности. И разные люди будут писать про это. Грузины будут писать, украинцы будут писать, немцы будут писать, ставить спектакли, снимать фильмы. И наша задача, чтобы это было преподнесено правильно, чтобы оно было честно преподнесено. Мы русской пропаганды насмотрелись, да, как два, там, три вот этих русских горе этих актеров играют в фильмах, как они там, один человек, прям как Рамзан Кадыров, 1500 человек, там, два, ну, Кадыров один справляется. Хотя, знаете, там, по-моему, 3 их было, они тогда 5000 положили. Вот эти 3 русских актера, Пореченков один, он потом в Украину ездил уже, в фильмах наснимался Пореченков и подумал, что он реально боец, короче. Потом, правда, очень сильно испугался, карьера у него закончилась международная точно, я думаю, и ответственность его, дай бог, Украина привлечет. И мы тоже бы ему бы какое-нибудь наказание вынесли бы, да, ему, его еще другим его этим собутыльникам, которых они снимались. Посмотрим. Было бы очень интересно посмотреть, да, на этих горе-преступников. А сколько у нас этих актеров, журналистов, этих певцов, вот этих всех вот этих продажных людей приезжало в Грозный, да, в оккупированный Джахар. Помните, да как Майк Тайсон приезжал. Мы все это прекрасно знаем, за деньги люди, не разбираясь. Майк Тайсон, правда, потом понял, куда он приехал и больше не появлялся. Но я уверен, что и при желании можно было выяснить до того, как поехал. И даже уважаемый Майк Тайсон. Поэтому было бы очень... Кстати, у нас есть картотека на всех этих, которые мы ее сделаем невъездными. Наш Кавказский союз. Да, мол. Все будете отвечать. Волки позорные. Так. Аль-Багдади Дехчуа Ибн Калдет. Ссорятся, потому что развита агентурная сеть. Среди мусульман, халифатчики и маратчики, среди украинцев, любители русскими и так далее. Да. Ссорятся, потому что глупые. Если тебя кто-то зовет на ссору, ты просто отказываешься. И все. Альберт Инкуль. Ассаламу алейкум. Мне кажется, что кроме Великобритании и США почти все боятся России. Ну, бояться здесь неправильный вопрос. Бояться, ну, есть просто интересы государства, есть интересы. И ты взвешиваешь за, против, да, из-за маленькой Чечни не хочется. Но ситуация сейчас изменилась. Вот этот момент мы должны не брать. Никто не старается только ради нас или там даже своих декларируемых прав человека. Никто не старается. Есть, конечно, кто старается, но сами государство ставка и права человека, и интересы крупных финансовых, там, банковских каких-нибудь, или нефтификаций, или систем каких-нибудь, то, конечно же, всегда появляется интерес заступиться
у политиков сказать слово, высокие что-нибудь там больших организаций, говорят, ну да, это внутреннее дело России, вы совершаете, вы становитесь соучастниками, и они это понимают, и я надеюсь, они плохо спят, вот эти европейские чиновники, на глазах которых происходил геноцид. Но так как геноцид произошел, он не имеет срока давности, мы не можем это просто забыть. Да, этого не было, простите, немцы будут снимать там спектакли, ставить, грузинские писательницы писать о населении, а мы, как будто Иваны, не помнящие родства, с короткой памятью, сделаем вид, что не похоронили 300 тысяч человек. Что этого не было, что все нормально, и унижения не было, и не продолжается до сих пор это все. Конечно же, так не будет. Так не будет. Мы пережили шок. Теперь время выходить из шокового состояния. Конечно, это не значит, надо на всех бросаться и там говорить. Наоборот, объединяться, быть единым, целеустремленным, грамотно это делать. Простота воровства, как говорится. Да? Нам ни в коем случае нельзя делать ошибок. И мы будем призывать. Не будет так, что немцы ставят спектакли, а мы молчим. Нет. И мы влечем к ответственности. И те, кто совершал эти преступления, очень этого боятся. И ничего они с этим сделать не могут. Ничего. Даже если каждый день они нас, то есть, будут преследовать, ничего они не сделают. Так. Фри Чечен. Аслан, я видел много митингов в Европе, особенно в Великобритании. Например, Пакистан. У них митинг за свободу Кашмира выходит сотнями. От мала до велика. Наши говорят много, но делают мало. Ну, во-первых, нас очень мало. Даже при том, что нас здесь много, нас очень мало процентно. В любом обществе всегда очень слабо это пассионарное общество. Тем более мы пережили геноцид. Это же на самом деле был геноцид. Нас убивали, потому что мы чеченцы. Массово. Женщин, детей, стариков сжигали, сажали. Мы пережили шок. И я думаю, и нас не так много, и мы шок пережили, и оклемаются. Я уже вижу, что люди оклемаются, уже понимают, так продолжаться не может. Свои права мы должны отстаивать. Всегда. За права всегда надо свои отстаивать. Это ничего сложного в этом нет. Это должно стать частью нашей жизни. Всегда отстаивать свои права. Без этого народ не существует. Сейчас государство стало, мир стал правовым, становится правовым, пытается стать правовым. И мы должны в этом направлении работать. У нас должно быть много правозащитных организаций, у нас должны быть юридически подкованные люди, читать, образовываться. Много надо на это потратить времени, сил, но это должны сделать, и мы это сделаем обязательно. Потому что мы полноценная нация. Чино говорит, народ потихоньку поднимается, да, Алмула, Чино. From the Mountain. Аслан, добрый вечер. Я смотрел ваши ролики из Маши. Вы молодцы. Как всегда, чеченцы самые смелые. Огромное спасибо за флаг. Спасибо, спасибо. Да, да. Ничего в этом смелого особо нет. А грузинский флаг мы с радостью несли, конечно же. Нас, когда у вас был в Тбилиси митинг, там один наш друг грузинский поднял наш ичкерийский флаг. И он написал здесь мне в комментарии, говорит, жалко, нет у вас грузинского флага. А с нами был товарищ, у него был этот грузинский флаг, и мы его подняли и несли. Не хватало рук иногда, нам писали, литовский поднимите, эстонский поднимите, там, американский поднимите, израильский поднимите. Некоторых флагов у нас вообще не было, и не хватало на самом деле рук, чтобы нести.
Так, Чингу Асан слышал, родители 8 пропавших убитых парней обратились в ЕСПЧ. Да, слышал, да, слышал. Слышал, что 28 родственников, что ли, обратились по этому поводу ЕСПЧ. Да, конечно, это дело, они выиграют обязательно, и, конечно, за это надо привлекать. Но есть одна такая проблема. В 2017 году убили массово 27 человек. И эти 27 человек, и ОБСЕ создает московский механизм, так называемый московский механизм, по соблюдению там за правами, мониторинг прав человека в Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И они заявляют, что они будут от января 2017 года там до какого-то там 19 или 18 года. То есть на 2 года они берут и проводят мониторинг вот за эту ситуацию. Значит, до этого проводить не надо. Значит, у этих 27 погибших ребят, у их родственников есть права, а кто погиб на день раньше, на месяц раньше, кто погиб, у них этих прав нет, получается. Нет. Мы должны требовать, это, конечно, хорошо, это первая ласточка, это дальше будет продолжаться. Я уверен, что это будут еще больше разоблачения и привлечения преступников. И за все это время мы должны с 94-го, с 93-го года, как Саид Амин Ибрагимов подал заявление, мы должны требовать за все. И это очень, конечно, как говорится, на безрыбье и пескарь рыба, или там рак рыба, но при всем при этом это оскорбительно памяти других людей, права этих людей на жизнь нарушены, на их достоинство нарушено. Конечно, мы должны все это привлекать и расследовать. И как бы не вмешиваются в внутреннее дело России. Но покажите мне документ, который считает, что Россия, Чечня является частью России, Чечения является частью России. Покажите. Нет такого документа. Есть только пособничество в геноциде и потом попытка не обращать внимания на эти преступления. Нет уж, уважаемые, дорогие европейские и международные организации, и американские, и европейские, и все остальные. Мы должны за все получить сатисфакцию, за все преступления. Так не может быть. И будем, конечно же, добиваться этого. Рубайте Мицаев. Асан, я думаю, нам еще раз надо собраться у российского посольства по поводу убийства Зелимхана. Что-то мне не нравится, тишина по расследованию его дела. Ну, да, Рубайте. Да, надо. Знаешь, какая ситуация? Масера бюстик рубит, Рубайте. Хайвер бюстик. Рубайте. Знаешь, какая ситуация, Рубайте? Там надо определиться. В Германии надо сказать, это убийство не было, или оно было, но оно совершено не русскими государственными структурами, и все, и списать это на бандитизм. Но так не получается. Очевидно, задержан, хотели как? Убить, и все, короче. Он скрылся, Меркель понимает, что когда нету задержанного преступника, это можно говорить, что это исламисты проводили какую-то операцию, это какие-то там наркотики, разборки, там бытовая ссора, там кровная месть. Как мы знаем, да, была такая попытка вкинуть версию, что это кровная месть там Зелимхану за кого-то, за что-то и так далее. Но так получилось, что моментально был задержан человек, и это огромная благодарность бдительным немецким гражданам и полиции Берлина. Быстро было задержано, профессионально сработали абсолютно. И там еще есть задержанный, как я понимаю. И теперь надо определиться. Этот человек только по паспорту мог явиться, там, прилететь в Германию, там, во Францию, потом приехать в Польшу, забрать сюда. У него здесь были помощники,
велосипед кто-то дал, самокат кто-то дал, там, оружие кто-то здесь уже на территории Европы дал. На самолете же он не вез это оружие. Значит, были пособники, есть соучастники этого преступления. Значит, эти люди должны быть найдены, должен быть суд и так далее. И вот сейчас возникает вопрос перед немецкими властями. Немецкие власти, которые, мы знаем, есть такой канцлер, бывший Шрёдер, который просто на зарплате сидит. Это позор просто. Человек, который возглавлял страну, у преступника, кровавого террориста, является на зарплате, там, в Газпроме работает, там, Герхард Шрёдер, допустим. И таких Герхардов Шрёдеров, и я тут, по всей видимости, одного такого выявил, тоже одного политика, который мне говорил, что там Путин очень хороший, святой и так далее. Тоже из друзей Герхарда Шрёдера. Вот такого вот плана. И надо определиться теперь. Если это его Зелимхана убило государство, а мы знаем, без сомнения, что это государство, да, хоть еще решения суда по этому поводу нет, можем с уверенностью сказать, что загранпаспорт в течение 10 дней на вымышленное лицо получить человек не может. Это только одно. И мы знаем, что нас убивает именно Россия или преступное российское государство. У нас других врагов нету, да? Наркотиками мы не занимаемся, по крайней мере, те, кто на пути освобождения своей страны находится. И вот такая вот ситуация, и надо теперь сказать, Путин совершил это преступление или он этого не совершал. И вот тогда надо разобраться с убийцей на своей территории, запугивая канцлера Германии. Человек начинает с ним налаживать контакты, или же это будет очень серьезное прекращение, изменение отношений русских и немцев. Это может очень масштабная ситуация произойти. Будем смотреть, конечно. Ну, я думаю, нам стоит провести митинг. Нам надо напоминать. У нас слишком много доказательной базы, чтобы я лично в этом не сомневаюсь, и знаю, и ты, Рубат, и многие не сомневаются. Поэтому нам надо провести, но я думаю, что задержка реакции может быть связана с тем, что ответ будет очень серьезным. Как может его и не быть. Поэтому, конечно же, мы должны об этом говорить, Рубатель. Да, мы подумаем над этим вопросом, и, наверное, надо будет организовать митинг. И не один, много надо митингов организовывать. Все вот это руководство российского бандпритона, который здесь находится, его надо объявить персоной нон-грата, по крайней мере, вот основных, уверен, немецкие службы знают этих агентов, которые здесь под прикрытием дипломатических там удостоверений ездят. Надо, хорошая идея, надо. Так. Чечен. Аслан, один блогер плохо отзывается об Асаеве и Эрби-Бараеве. Якобы они преступники и так далее. Твое мнение про Басаева и Бараева? Ну, я, знаете, про Басаева много раз говорил. Басаев — это наш национальный герой. Этот человек совершал, да, может быть, и ошибки. И совершал, может быть, разные поступки совершал. Но Шамиль Басаев национальный герой чеченского народа, никакой он не преступник. Преступником его называют только русские. Про Арби Бараева я не могу сейчас много чего сказать. Я знаю, что человек тоже совершал какие-то там поступки. Если это правда, то, что говорилось, да, в судебном порядке, если есть решение суда, что Арби Бараев там похищал людей и так далее, то очень много говорили вещей, которые не совершали, просто так говорили. А сейчас про Путина террорист сказать нельзя, потому что у нас
есть презумпция невиновности, и он как бы мы не доказали в суде, что Путин террорист. Это я как юрист понимаю, я просто готов в суде это доказать, если они на меня подадут в суд за это выражение. Но про Арби Бараева, если есть решение суда, что он преступник, даже бандитского, ну, не даже про это у них есть много, наверное, это выдумано, и объективного независимого суда, тогда я готов признать Арби Бараева тем, кому суд назначит. Но это должен быть независимый, честный суд. Про Басаева, Басаев вообще, я просто про Арби Бараева знаю намного меньше, чем про Басаева. Басаев это наш герой. А тот, кто говорит, то это многие много про него плохое что говорили. Рубайте Митсея Басаев мститель и герой. Да, и это наш герой. Так, Торнадо Лондон. Есть во Франции чечено-ингушские блогеры и Ибра ТВ. У них 1,5 миллиона подписчиков. Вещают они на французском. 90% французы подписчики. Вот было бы хорошо, если бы они вещали о проблемах чеченцев. А чего они не вещают? Если они, это я не понял, для чего они тогда там живут? О чем они вещают тогда? 1,5 миллиона подписчиков. И у ингушей, и у чеченцев каждый день убивают, нарушают. Вот позавчера там ингушку арестовали. До этого там ингушей себя посадили. Несколько дней назад 18-летнего чеченца убили. Просто так убили и положили пистолет. Говорят, что он пытался стрелять в них. Да? До этого тогда они там убили чеченца, который успел зарезать русского оккупанта. Его тоже объявили террористом, он чуть ли не бросил гранату, хотя это неправда. Парня оскорбили, он с женщиной шел, и он отправил там сестру или жену домой, вернулся и начал выяснять с этим оккупантом отношения. На что имел абсолютное право, потому что военный, вооруженный оккупант, комбатант является законной целью. И этот человек имел право отстаивать свою честь, свое государство. Почему молчат тогда эти блогеры, непонятно. Фри Чечен. До убийства Зелимхана я писал, что Турлаев готовит киллеров для убийств. Вы тогда были на пеший матч, и вы не обратили внимания на смс мое. Единственное, Рубати там писала, что ША хорош. Ну, ША тоже используется. ША, чтобы спасти свою жизнь, сдался оккупанту, врагу. И вместо того, чтобы аккуратно уйти после того, да, без ноги он был. А Бельбехбац весь плен попался, сдался в таком положении. Но после этого, конечно, ему надо было свалить. И сейчас его используют, и его жизнь незавидная. Лучше бы он был героем где-нибудь, уехал за границу, чем был сейчас, кем он является. А то, что ты мне писал, это не надо мне писать. Если у тебя есть информация, ты должен идти писать в те государства, где ты находишься. Сразу же сообщать, привлекать журналистов, если готовится убийство, ты об этом знаешь. Сперва правоохранителям, потом, если правоохранители достаточно не реагируют, хотя я думаю, должны реагировать. Если не реагируют, то уже тогда общественность привлекать. Адам, почему Зелимхану не дали статус Германии? Что ему надо было доказать? Сейчас отсутствие статуса дает им право не расследовать это дело. Я не знаю, почему Зелимхан не дали. Я слышал, что они внесли в список исламистов, а потом убрали его из этого списка. Я об этом много раз все говорил. Для того, чтобы внести список исламистов, вам ничего не надо делать. Вам просто, или у вас родственник, может быть, там где-то воюет, у вас там борода, вы ходите в мечеть, там систематически, да, там всегда. И после этого вас просто объявляют исламистом, потому что Россия присылает документы, что вы представляете угрозу и так далее. И после этого у вас возникают конкретные проблемы, конкретнейшие вопросы. Ну, я не хотел бы верить, что немцы злоупотребляют этим, да, немецкие разные ведомства, и вносят нас так, чтобы для такой борьбы с терроризмом, ну как, чеченец, вот у тебя исламист, это же так круто взять и обидеть незащищенного человека, да, когда у тебя такие полномочия и власть.
Я не хочется в это верить, но вот допускаю, что и такое тоже есть, что немцы незаконно уносили наших ребят, исламисты. Исламист это фашист, да, мы не фашисты. У нас есть какая-то радикальная группа, очень радикальная, а есть люди, которые не являются сами таковыми, но подбивают на это людей. Говорят, вот там мы там такие-сякие. И в основном вот эти радикальные, они сюда в Европу не приезжают. А кто приехал, они уехали, и их уже тут нет. Поэтому я, вот ему не давали статус, и что ему надо было, я всех подробностей не знаю, вот основываюсь только на этом. И сейчас отсутствие статуса дает им право не расследовать это дело. Нет, это не дает никакого права. Человеческая жизнь не зависит от того политического, там, какого-либо другого статуса. Человеческая жизнь отнята. За это преступление должны ответить. И какую позицию мы займем, тоже очень важно. На нас тоже смотрят, внимательно смотрят. Ну, конечно, мы должны делать в рамках закона, цивилизованно, понятно той стороне, к которой мы обращаемся, не только на немецком языке это говорить, но и правильно это говорить, да, правильно доносить. И эти механизмы, которые здесь есть, мы должны запустить и требовать, чтобы нас не убивали. У нас есть такие же права. И самое главное, мы не должны бояться. Мы не должны бояться, что там они нас убьют. И для этого, это тоже для этого делается. Там преследуется всегда не только одна цель. Разные цели преследуются. Запугать Меркель, запугать нас, убить врага, показать, насколько пренебрегают они правам, человеческими, общечеловеческими ценностями. И им надо все это сделать, чтобы не попался. А тут попался. Это большой прокол. Большой прокол. Как обычно, да, они, почти все преступления, которые тут совершаются, раскрываются. Посмотрим. Так, Рубати Мицаева. Асна, если бы чеченец кого-нибудь, то все немецкие СМИ полгода писали бы. Я ждала, пока ты вернешься. Я понимаю, ты устал с дороги, но без тебя никак. Да, и самое главное, Рубати, писали бы вот это Deutsche Welle, русская редакция, кто еще там, вот это Ост-Вест, и вот такие там Шпигель онлайн, например, написал бы, какие мы такие, все такие плохие. Но при всем при этом мы должны понимать, что вот против нас работают российские деньги, путинские вот эти карманные журналисты. Мы это должны понимать, принимать, ну и работать. Ответ: у нас таких денег нет пока, но будет у нас возможность, правда всегда восторжествует. Давай займемся, надо. Я-то об этом думал, на самом деле, конечно, это надо. Ну, хотелось выждать, что скажут немецкие власти, потому что вроде бы должен быть адекватный ответ. Я верю, вот я читаю прессу, там, я вижу, что какие-то подвижки идут, но вот не решаются. Ну, посмотрим. Нет, я не устал с дороги, я готов. Так, Маждад, Аслан, надо начинать с сообщников в Европе, их нужно гасить везде. Совершенно верно, Маждада. Ну их так много, с кого начать? И самое главное, мы говорим там чеченцы, кадыровцы, там клопообразные, все такое. На самом деле эти клопообразные, вот такой процент здесь. Русских, немцев, которые работают, выходцы здесь, намного больше на самом деле. И более результативно они там знают языки, там юридически подкованы и так далее. Ну, не все, конечно, но все подряд и этим, из посольства, этим бандитам российского посольства, им тоже не нужны все подряд. Надо гасить, выявлять. Вот. Это есть гасить. Надо их пшикать этим баллончиком с водой, чтобы лампочка лопалась. И потушить огонь. Так, Рубати Митяй. Аслан Бараев один из тех, кто не дал построить государство.
Мурбати, давай не будем об этом сейчас говорить. Дакела набукуш, вайхуза бича, вайх самодах, бики, хундацк, вай мостовчин. Асамбек туте, ассаламу алейкум. Блохи из банки выпрыгивают, закрыв крышку, а потом убрав, то прыгают до высоты крышки, не выпрыгивая. Психологический эксперимент в Москве с этими демонстрациями. Да-да, алейкум салам. Асамбек туте. Так, Рубати Мицая. Также и у Дугов, хотя бы Вицарович. Бита, Рубати. Так, Фричня личным приказом Арбини похищал людей. Например, ублюдок Маулади Байсара, который был один из эмиров группы, похищал людей, и вся вина была на Арби. Шейн Цахаур Мадиц. Это тоже не исключено. Цучахилук Маулади Байсаров был эмиром группы у него, получается. Я не слышал. Я говорю, я мало знаю эту ситуацию. Ну, если так, то, конечно. Так, Маулади Байсара, Мамадаевы руководили всем, что делалось против государства. Да, я помню Маулади Байсарова. Он в Москве был как-то в одном заведении, мы там встретились. Он тогда после ранения как-то был с костылем шел, и я понял, что чеченец, и потом где-то я его видел, а я там сидел за столом, проходил. Потом я вспомнил, что это вот этот бандит. Он показывал удостоверение менту. Там такая ситуация была, это было в отеле. Я там сидел за столом, и в холле там было такое место, где можно было сидеть. И с ним были, я видел, что там чеченцы, и было видно, что это чеченцы. Молодые ребята были. И зашел туда, это такое время было, когда мент, какой-нибудь там старшина, сержант мог подойти там, зайти в гостиницу, куда угодно, там, сказать ваши документы, предъявить документы и вывести кавказца, забрать в отдел, да хоть из дорогого ресторана, хоть из дорогого отеля. И вот он туда зашел, и этим чеченцы показали, вот, которые рядом были, это, ну, видимо, документами было не все в порядке. И они говорят, он этот выводит его, и этот Маулади Байсаров, прихрамывая, догонял его и говорил, товарищ там милиционер или командир, подожди, послушай там что-то. И показывал, я помню, какое-то удостоверение ему. Я думаю, кто это такие? Я вижу, что чеченцы. Думаю, кто такие? Потом вспомнил, это, по-моему, это. И он показал удостоверение, его тогда мент оставил, короче. У этих, вокруг него не было никаких документов, это его как охрана были. Это бесправные абсолютно люди, у которых не было никаких документов. И был человек, вот этот Байсера, да, говорят, был большим преступником. Так. Барая, Мавитивай. Так, как найти? Мы должны понять, что после деоккупации мы не должны огульно обвинять всех, кто одел российскую форму. Нужно делать уз безом снисхождения, кроме конкретно замазанной крови, иначе Рашка будет провоцировать хаос. Ну, пока Рашка существует, эти люди, они будут им востребованы, и они будут у них на службе. Задача тюрьму народов реорганизовать, распустить. Эта страна должна перестать существовать. Что бы это человечеству не стоило. Если это будет стоить там Третьей мировой войны, это произойдет, потому что другого не может быть. Эта страна не успокоится. Дело не в том, что чеченцев бросили там в горло этому дракону и дали, скормили там нас. Мы просто долго сопротивлялись. Там грузинов кинули, там других кинули. Сейчас на украинцев посягают. Вроде не дают кинуть, и то, потому что украинцы не дают себя кинуть, потому что украинцы стоят. И аппетиты там не остановятся. Там. Или они, дело вопроса, когда это начнется, чем раньше, чем позже.
Раньше сядешь, как говорится, раньше выйдешь. Раньше надо это делать. Тот, кто одел российскую форму, и на нем нет преступления, это, конечно, будет учитываться. Но одевать форму российскую, это тоже преступление. Ну, конечно же, если на нем нет убийства, пыток и так далее. И надо сотрудничать со следствием, конечно. Все зачтется. А так никакого огульного обвинения, конечно же, никакого там самосуда. Например, сейчас есть кровавые убийцы, и их не трогают родственники. Здесь кто-то в Европе живет, кто-то там в Чечне живет. А вот сейчас, если что-то изменится, он приедет и постарается его, не получится его брата, не брата, сына. Это уже называется самосуд. Даже виновного нельзя убивать. Ни в коем случае это будет преступление. И за это как должно быть? Задержан, судом осужден, проведено расследование, осужден, и вот тогда уже там пожизненное заключение этому человеку. Если же пожизненное заключение у нас в Уголовном кодексе не будет, а будет там, например, смертная казнь, и суд вынесет это решение, то родственник, например, имеет право совершить свою кровную месть. И без этого, когда-то мы совершали кровную месть, когда мы находились на территории, находились под полной оккупацией Советского Союза. Тогда, когда у нас не было возможности честного суда, мы придерживались своих законов и вот придерживались там вот этого закона, так называемого кровной мести. На самом деле это принцип Талиона, это называется, это древний принцип, и всегда он существовал: око за око, зуб за зуб. И когда у нас есть свое государство, и человек идет и совершает самосуд, то этот человек является преступником. Я это буду, кто-либо это другой будет. Поэтому нужно все делать в соответствии с законом. И тот, кто, если я даже пойду и совершу это преступление, я должен нести ответственность за самосуд. Потому что, может быть, этот человек был невиновен, или там его оговорили. Решение суда только имеет законную силу. Поэтому и сейчас, которые живут и терпят, они должны понимать, сейчас мы терпим из-за страха, прямо, да, надо сказать, из-за безопасности своих родственников, которые могут пострадать. Сам погибнешь, если там пойдешь их убивать. Но завтра, когда будет все спокойно и не будет опасности, наша свободная чеченская власть никогда не будет нарушать права родственников. Да, я же, если совершил преступление, никто не несет за это ответственность. Только я за это несу ответственность. И если наше государство говорит: мы не тронем твоих родственников, то ты не имеешь права показывать, какой ты крутой, и идти убивать человека. Нет, должно быть решение суда. И после этого уже, если будет, я буду, чтобы, конечно, не было вообще смертной казни. Пожизненное заключение до самых преступников. А если же будет смертная казнь, то это может сделать родственник, привести приговор в исполнение. Но это уже не на площади, нигде, как положено, по закону. Все это должно быть отрегулировано, как, например, в Соединенных Штатах Америки. Есть инъекция, есть электрический стул, который является просто ужасное убийство. На мой взгляд, да, люди иногда не умирают, говорят сразу, если это правда. Но это уже другая история. Так. Так. Майк Йохас, как думаешь, сам, почему разоружили батальон имени шейха Мансура? Неужели Украина заставит их покинуть страну? Нет, у вас ошибочная информация, и батальон шейха Мансура не разоружили. Да, оружие было сдано, это правовое государство, там как все положено. И наши ребята, которые добровольческие батальоны, которые там выполняют свой добровольческий долг по защите Украины, граждан Украины, суверенитета, целостности Украины.
Эти люди, конечно же, не лезли никогда в политику, никогда они заявляли об этом всегда, мы в политику не лезем, какие там дрязги не были, грузины, их там и наши все большие друзья, но даже когда с Саакашвили были проблемы, наши никуда не лезли, потому что взяли нейтралитет. И оппозиции там у людей разные. И наши ребята еще раз доказывают, что они являются абсолютно цивилизованными, абсолютно правовыми государственными структурами. И поэтому абсолютно вменяемые, управляемые. Это очередной раз доказывает. Какие-то там радикалы, там русская пропаганда пыталась навязывать, что это радикалы, сумасшедшие там и так далее. Это вот кто на нас говорит, радикалы, сумасшедшие, это террористы, это они и есть. А наши нет. Поэтому никто никого не разоружал, все идет в соответствии с украинским законодательством. Так, поехали к вашим вопросам. Адам Адамов. Асан, я слышал, что можно получить паспорт Ичкерии и можно передвигаться по миру с нашим паспортом. Значит, мы признанная республика. Помоги мне понять этот вопрос, Баркар. Получить паспорт ты можешь, но пока передвигаться по нему ты не можешь. Потому что только если страна официально нас признает, ты можешь тогда в эту страну этот паспорт признает. Поэтому пока нет. Но это очень важно получить свой паспорт и показывать, что мы граждане Ичкерии. Были, есть и будем. И ничего, никакая вот эта какая-то моль подзаборная из питерской подворотни, она или даже вся система вот эта преступная КГБ, она не может сделать так, чтобы мы перестали чувствовать себя свободными гражданами свободного государства. Находясь тут, не соглашаясь с этой политикой, нас нельзя сделать гражданами. Мы уже свободны, понимаете? Свобода это твое мировосприятие. Мы свободны. Мы не признаем эту оккупацию. И дальше будем ее не признавать. Состояние души должно быть такое, которое у нас есть. Так, поехали дальше. Так, цахили твой был Адам какая, правильно? Рамзан Волков резом шаве гор, но на деле от чехцевол. Самое, знаете, в чем проблема у нас? Мы каждый себя там мним стратегом, генералом там со стороны. Самое главное, что у нас есть правительство. Оно сохранилось, правопреемство сохранилось. Правительство в лице Ахмеда Закаева. Нравится он вам, не нравится он. Если вы придерживаетесь своего государственного управления Ахмеда Закаева, все, остальное мы между собой всегда договоримся, как мы молимся, какие у нас там политические взгляды. И нас не должно волновать там, что там сделал Закаев, что не сделал. Предал, не предал, вот два вопроса, которые. Он не предает и никогда не предаст. И до него не предавали наши ребята. Там у нас нет такого вообще. Первые лица у нас не предают. И мы просто придерживаемся этого. И когда произойдет деоккупация, мы выберем себе президента, парламент, и заживем, и все. И не обязательно, вот Адам пишет, Ахмед Закаев, наш президент, не обязательно его избирать президентом. Если 60, через, я не знаю сейчас сколько Ахмеду, у нас по Конституции 65 лет можно только баллотироваться в президенты. Поэтому еще неизвестно, сможет Ахмед или нет. Сможет, отлично, не сможет, будет другой. И неважно, кто будет. Мы же не за Дудаева, не за Басаева, не за Ахмед Закаева. Мы за наше государство. Чтобы впредь над нами вот эта Россия не совершала эти преступления. Раз и навсегда положить этому конец. И все. Мы должны этого добиваться. А кто-то там говорит, я там не признаю Ахмеда Закаева, я потому что это считаю. Ну вот этот человек разделяет. Смотри, разделяет. Ну, то, что сделал Ахмед Закаев, многие не сделали. Ну, по крайней мере, из моих знакомых. И у многих нет опыта
делать, что нет узнаваемости, признаваемости, легитимности, ну и так далее. Это долгая история, но просто у нас должно сформироваться вот государство, образующее мышление. Закай может быть плохим даже. Это нас хдикиду, когда диквала, да, Массуау, он умный, как там, Эйнштейн, смелый, как там, Шамиль Басаев, там, красивый, как Аполлон, там, молодой, там, как это, ну, что угодно там, да, он может быть. Чем больше у него хороших качеств, это хорошо. Но если каких-то качеств человека нет, где-то человек ошибается, где-то что-то нравится, не нравится, надо понимать, что это наша власть. И все. Мы же признаем немецкую власть, да, даже, да, и даже не сомневаемся, что это немецкая власть, и она была, есть и будет там, у немцев своя власть. Также и у нас она должна быть. Если вы чем-то не согласны, вы берете рукава, засучиваете рукава, становитесь рядом и трудитесь, чтобы вот он не может. Ты неправильно сделал. Вот не указывай ему, что он неправильно, а сделай так, чтобы ему не пришлось делать. Потому что то, что он делает, он за тебя делает. За нас с вами он это делает. И каждый также должен. Он же не король по наследству получает власть. Завтра будет другой человек на месте Закаева. Послезавтра третий будет и так далее. Майк Йохас. Аслан, объясни, пожалуйста, что за парламент, который возглавляет Сараляпов. Вы его признаете? Я не знаю, вот этих, какой вот там парламент есть у Сараляпова. Сараляпов преступник, который пытался упразднить чеченское государство. И у нашей прокуратуры, и у наших официальных лиц к нему есть вопросы по этому поводу. Или есть, или уже, или будут. Сараляпов не является никаким представителем ни парламента, ни чем-либо. У нас есть одна законная власть. Рубайте Мицева, Валай Закая, Онах Тагуц, Энохчу, да, мула. Рамзан Волков, Сокочи. Так. Маждада, Волков, ты опять лезешь на рожон. Так, здесь разборки намечаются. Рубайте Мицева, Сараляпов у парламента, он участвовал импичмент имиджи Масхада. У него есть оригинал всех подписей, которые подписывали и взяли за это по 10 тысяч евро. У меня есть оригинал всех подписей, которые подписывали. Все, понял. Так, Deutschland Live. Некоторые люди говорят, один блогер будет президент Ичкерии Бош. И Гичмекшвацу. Понятно. Значит, у Волкова когнитивный диссонанс. Не, вы, наверное, путаете. Здесь есть Руслан Волков и Рамзан Волков. Может, вы это имеете в виду? Все получится. Чечена Ингушетия. Доумадах, бывает какая-то. Не Адам. Так, господа, мы уже 1,5 часа говорим, 1:39. Я думаю, на этом мы закончим сегодня. Так что приятно было отвечать на ваши вопросы. Если что-то забыл, в следующий раз обязательно мы обсудим. Пишите, если вам что-то будет интересно. Всем спасибо за внимание. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Всем всего хорошего, до свидания.